Образцовая школа на российском севере. ПАО «ЕТЭК» при поддержке благотворительного фонда «Новый дом» завершила реновацию средней общеобразовательной школы в поселке. Во время рабочей поездки глава Якутии осмотрел образовательное заведение. В результате реновации типовое учебное заведение постройки 70-х превратилось в современную образцовую школу российского севера. Как отмечают сами школьники, учеба в обновленных стенах протекает гораздо благоприятней. Новая школа отличается от старой. Старая школа была, она все изрисованная, все побиты, а в новой уютнее. Будете сохранять уют новой школы? Да. На партах рисовать не будете? Нет. Имеем достаточно масштабную программу, подписанную с республикой, в рамках которых стороны выполняют свои обязательства. И ПАО «ЕТЭК» опережающими темпами, я бы сказал, идет в части социальной программы. Дело в том, что, например, школа не была частью этого соглашения. Мы делаем эти вещи для того, чтобы привлечь сюда людей, квалифицированных людей, сделать их место проживания, место работы комфортно. Мы говорим не только про наших сотрудников, но и про тех жителей республики, которые будут здесь жить, работать. На этом рабочая поездка в Вилюйский район не закончилась. Айсан Николаев дал старт началу строительства третьей нитки магистрального газопровода Кызыл-Сыр, 84-й километр. По команде Илдархана сварщики Владимир Сивцев и Сунатула Аминов заварили первый стык. Сивцев Владимир Прокопьевич работает в строительно-монтажном управлении компании «Сахатранснефтегаз». Этот год особый. В первую очередь, это год столетия СССР. И 55 лет газификации республики у нас в этом году будет, юбилейный год. И, конечно, он особый с точки зрения того, что мы реализуем поручение президента страны в части социальной газификации. Глава республики возглавляет региональный штаб социальной газификации, и главой поручено в этом году не менее 2000 домовладений подключить к газу. Строительство данного объекта от поселка Кызыл-Сыр Вилюйского района до села Мостах Кабяйского Луса обеспечит бесперебойным и безаварийным газом население и предприятия центральных и заречных районов Якутии. Безусловно, после того, как в 2024 году газопровод будет завершен, мы получим в центральной части Якутии, в заречной группе районов, возможность подключать уже большее количество жилых домов, социальных объектов, промышленных объектов. Не секрет, что сегодня уже ряд промышленных проектов на территории Якутии уже теоретически после 2024 года может столкнуться с дефицитом газа именно как раз из-за низкой пропускной способности в целом вот нашей газотранспортной системы. А строительство этого газопровода полностью решает эту проблему на ближайшие десятилетия. Общий бюджет проекта составил почти 5,5 миллиардов рублей. Помимо федерального финансирования на строительство вложены деньги из государственного бюджета республики и средств инвестиционной программы «Сахатранснефтегаз». Кызыл-Сыр на сегодняшний день обеспечивает голубым топливом всю центральную Якутию и является сердцем газодобывающей отрасли республики. Валерия Наумова, Георгий Григорьев, Кызыл-Сыр, Вилюйский район.